Писательница Маргарет Этвуд говорила: «Людям почему-то нравится сваливать мусор в такие места, где еще сохранилась природа». Эти слова не теряют своей актуальности и сегодня. Все чаще, выезжая в лес, можно обнаружить следы веселого времяпровождения горожан: бутылки, окуртки, обертки и так далее. К сожалению, подобная ситуация творится повсеместно. С несанкционированной свалкой отходов в поселке Аркаим борются давно и коммунальщики, и сами жители микрорайона. Но на совесть нерадивых сибайцев уповать уже устали и те, и другие, а потому и организовали очередной субботник с целью ликвидации незаконной мусоросвалки. Устроили, но из жителей поселка на него пришли единицы. Сегодня мы организовали с ними, дали КАМАЗ, дали рабочих, мы все полностью очистили и погрузили в КАМАЗ это все. Но все убрать здесь невозможно. Вдоль леса очень много еще мусора. Но я считаю, это Баймакский район, пусть они очищают это все. Это уже не к Аркаиму относится. В течение дня уборкой данной территории занимались рабочие управления жилищно-коммунального хозяйства. Эти люди могли быть задействованы на других, более важных работах при подготовке города и поселка к зиме, но были вынуждены убирать мусор за нерадивыми сибайцами. Ситуация повторяется из года в год. Теперь за этой территорией решено вести наблюдение. Нарушителей правил благоустройства будут наказывать. В адрес НБУ ЖКХ поступило предписание Министерства природопользования об устранении несанкционированных мусоросвалок в районе поселка Аркаим. Данные мусоросвалки организовываются практически ежегодно, и мы считаем, что организовываются они конкретно жителями этого поселка. Почему? Потому что в других поселках есть небольшие проблемы, но наибольшие проблемы в этом поселке. В субботе, к сожалению, организован не был. Активность слабая, люди не пришли, никому этого не надо. Поэтому, своими силами мы эту мусоросвалку убираем. Хотелось бы что сказать, что многие жители говорят о том, что мусоровозы в поселок плохо ходят. Плохо ходят они от того, что люди отказываются заключать договора с организациями, которые осуществляют вывоз мусора на территории города. Их у нас две. Не обязательно заключать договор с полигоном, они могут с предпринимателем заключить договор. Поэтому тут выбор, как говорится, есть. Необходимо заключать договора, плата там небольшая, и мусоровозы будут ходить в поселок нормально. Что касается контейнерной площадки, та же самая проблема. Контейнерную площадку установили, мусоровозу ездить, забирать нерентабельно, потому что жители отказываются. Хотя, несмотря на то, что на сходах и собраниях заявляли: поставьте контейнерную площадку, мы будем заключать договора. Договора, к сожалению, не заключают. Остается надеяться, что жители поселка Аркаим все же станут радивыми хозяевами и будут считать своим домом не только территорию, огороженную забором, но и поля, горы, лесопосадки. Ведь им выпала уникальная возможность жить в одном из самых живописных мест. Понять это нужно до того, пока природа не начала мстить. Елена Афанасьева, Данила Алибаев, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.